Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в программе. В рамках инвестпрограммы в селах Гудаутского района прокладывают водопровод. О свободе слова на ТВ. Круглый стол в Сухуми. Приезжайте еще. Концерт Каданса в Ачимчире. Службой государственной безопасности Республики Абхазия возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 15 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые в конце сентября текущего года предприняли попытку массового нелегального перехода государственной границы из Грузии в Республику Абхазия. Нарушители были задержаны на территории нашей страны в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий СКБ и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Следственным отделом службы государственной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статье «Незаконный переход государственной границы группой лиц». Репортаж Ренаты Шакая. Следственным отделом службы государственной безопасности Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении задержанных, в деяниях которых усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 324 Уголовного кодекса Абхазии «Незаконный переход государственной границы группой лиц». Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Нарушители были задержаны на территории нашей страны в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий СГБ Абхазии и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. На время следственных мероприятий судом города Сухом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 28-летний Имад Мухаммед Абдуллах Аль-Баси приехал из Саудовской Аравии в Грузию, чтобы через 3-ю страну попасть в Европу. Заплатил посредникам около $3000. Он собирался морем попасть в Румынию, а затем в Италию, так как, с его слов, его близкий друг полгода назад именно по этому налаженному пути для иммигрантов через Грузию попал в Румынию. Смутил его тот факт, что предоставленная лодка в Батуми не была приспособлена для того, чтобы добраться до нужного места. Когда Имад потребовал вернуть всю сумму, ему был предложен альтернативный вариант попасть в Европу через Россию. И его якобы не предупредили, что ему и его друзьям придется пересекать еще одну границу с Абхазией. Много там говорили в Саудовской Аравии, что в Грузии очень много людей, которые может тебя встретить и помогают перебраться в Европу. В ходе следствия установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастны правоохранительные органы Грузии. Инструктаж задержанных непосредственно перед нелегальным переходом границы проходил в присутствии сотрудников грузинской полиции. Со слов задержанных, наличие полицейского не давало повода для сомнений в том, что что-то может происходить нелегально. В самом начале, как уехали с Тбилиси, доехали до какой-то район, который не знаю, как называется. Собрали у нас деньги. Потом оттуда ехали дальше, собрали у нас паспортов. Забрал у них паспортов, спустился, провел несколько минут на улице с этим офицером. Вот. И вернулся к ним обратно и говорит: поздравляю, вы уже просекли границу легально, возьмите ваши паспортов. Отъехали дальше немножко, высадили их, показали дорогу, пойдут и прямо до той пальмы, от нее налево по прямой через речку. По сообщению представителей службы государственной безопасности Абхазии, гражданство и личность задержанных подтверждаются их документами. У 2 иностранцев документы отсутствуют. Установлено, что все они в разные периоды прибыли в Грузию по процедуре безвизового въезда, чтобы затем нелегально попасть в страны Восточной и Западной Европы. Все задержанные утверждают, что в Грузии налажены некие пути переправы мигрантов в Европу. Стоимость их разнится от $2500 до $5000. Человек, который отправил меня с Египта, он мне объяснил, что около ресторана «Макдональдс» на улице Мержаншвили в Грузии, там подойдут к тебе арабы. И с ними будешь, они дальше будут не иметь представления, ты с кем общаться. Конкретно эти друзья мне сказали: познакомился с кем-то
из этих друзей, они мне сказали, что существуют другие пути, чтобы попасть в Европу, через Абхазию или через Россию. С Анакли Камапури был с нами Хамад и офицер полиции. Я бы советовал любой арабский гражданин, который находится в Грузии или где-либо, что не послушает вот этих обманщиков о том, что можно переправить их куда-либо за какие-либо деньги. Они все, как правило, хотят тебя проводить к гибели, или в лучшем случае, чтобы отнять у тебя свои деньги. По-любому, они тебя не помогут перейти никуда. Если есть у тебя официальный способ куда-то ехать, езжай. Если нет, сиди у себя дома. Задержанные дают противоречивые показания об обстоятельствах своей прежней жизни. У некоторых из них на теле имеются следы, предположительно, от ранений. С учетом того, что все они являются жителями регионов, где в настоящее время идут боевые действия или функционируют международные террористические организации, Служба государственной безопасности Абхазии по каналам международного сотрудничества проверяет их на причастность к вооруженным формированиям или террористическим организациям. Анализ самой ситуации, при которой в короткий промежуток времени был организован канал незаконной миграции из Грузии в Абхазию довольно большого числа нелегальных мигрантов, инструктаж нарушителей в присутствии сотрудников грузинской полиции, требование уничтожить документы после проникновения на нашу территорию. Все это говорит о том, что в организации этого процесса заинтересованы представители грузинских спецслужб. В случае успеха этот канал мог быть использован для решения различных задач. Возможно, что такие попытки будут продолжаться, поэтому просим жителей и гостей Абхазии проявлять бдительность и в случае обнаружения подозрительных лиц информировать о них правоохранительные структуры Абхазии. После окончания следствия дела задержанных будут переданы в суд. В случае признания виновными нарушителей ждет тюремный срок, а после его отбытия – депортация в Грузию. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Серьезное ДТП произошло сегодня в Сухуми на пересечении улиц Аяйра и Ардзенба. Автомобиль сбил ученика 8 класса 2-й средней школы, который переходил дорогу. Водитель иномарки сразу отвез мальчика в республиканскую больницу. Сейчас жизни пострадавшего 14-летнего подростка ничего не угрожает, но он находится в реанимации, состояние его стабильно тяжелое. У школьника множество переломов, ушибов и ссадин. Уже установлено, что водитель, сбивший мальчика, был трезв. Об этом говорит результат комплексного освидетельствования. В отношении водителя автомобиля марки Peugeot, старшего лейтенанта милиции Шулумба, Управление собственной безопасности МВД проводит служебную проверку. На момент ее проведения лейтенант отстранен от занимаемой должности и водворен в изолятор временного содержания МВД. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Примерно в 13:30 получили сообщение от ДТП на пересечении Ардзенба-Эдгулара. Выездом было установлено, что был совершен наезд на пешехода, учащийся во 2-й средней школе. Водитель установлен, проводятся доследственные эксперименты, собирается материал по факту. В рамках российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в селах Абгархок и Кулан-Архуа Гудаутского района начались работы по прокладке водопроводных труб. Наши корреспонденты побывали сегодня на месте. Алика Трапш продолжит тему. Практически во всех селах Гудаутского района есть проблемы с водоснабжением. Местные жители вынуждены покупать питьевую воду или набирать с колодцев. Только у немногих проведены трубы к домам. Но в скором времени проблема с водоснабжением будет решена. В селе Абгархук начались работы по прокладке стальной водопроводной трубы. Ее общая протяженность 4 километра. Работы проводит сухумская строительная фирма «Профмастер». Мы копаем траншеи глубиной метр. По факту варим трубу. Потому что если пойдет дождь и траншея будет длиннее, в общем-то, там будет сложнее работать. Вот одновременно идет тракторист впереди, экскаваторщик, и за ними варят трубу уже сварщики. И водопроводчик, и инженер курируют всю работу. За 3 дня работы уже проложено 200 метров трубы. К концу нынешнего года планируется полностью завершить прокладку водопровода. А уже в 2018 году водопровод будет подключен к этим 2 резервуарам, которые были построены еще в советское время, но так и не были введены в эксплуатацию. Помешала война. По словам специалистов, резервуары практически новые и могут еще много лет прослужить. По окончании работ от стального водопровода будут разведены пластиковые трубы к домам. Этого события с нетерпением ждет местное население. Вообще с водой у нас в селе очень большая проблема.
каждый по-своему, у кого есть колодец, у кого кто-то, может, привозит из города водовоз, ездит. Вот такая вот самая основная проблема в селе сегодня именно вода. Мы, конечно же, надеемся, что бесперебойная вода будет у нас в селе. Если в селе Абгархук уже были построены резервуары, то в Кланарху приходится их возводить с нуля. Здесь проживает около 380 семей. Чтобы их обеспечить питьевой водой, планируется построить 2 резервуара объемом 200 и 300 кубометров. Резервуар построим, сюда будет подвезаться вода, которая идет самотеком с Дурипша. Емкость наполняется, от емкости выходит диаметром 160 труба пластиковая. И с последующим переходом на 110 и на 63 миллиметра. Также параллельно будет строиться еще 2-й резервуар за этой сопкой емкостью 200 кубов. Тоже с выходом 160, с последующим переходом 110 и 63 миллиметра. Одновременно со строительством резервуаров в селе Кланарху планируется проложить водопроводную трубу протяженностью 17,5 километров. На это по инвестпрограмме выделено 22 миллиона рублей. Все работы в селе Кланарху планируется завершить в январе 2018 года. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении ордена Махзабша 3-й степени Марины Делба за многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в развитие Чемчесского района. Кроме того, указом президента учителю абхазского языка и литературы средней школы номер 4 города Сухум Этери Бганба и учителю начальных классов Сухумской средней школы номер 1 Людмиле Джинджи присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения. Круглый стол о свободе слова на абхазском телевидении, инициированный оппозиционными организациями, прошел сегодня в Сухуме. Участники встречи высказывали различные точки зрения по теме обсуждения, выдвигали свои предложения. Во встрече приняло участие и руководство АГТРК. Сария Смыр расскажет подробности. Весь лейтмотив встречи на сегодняшний день – полноценного доступа к эфиру абхазского телевидения у оппозиционных сил нет. Такое мнение высказывали многие участники круглого стола. По словам руководителя политической организации «Женщины в политике» Ирины Агарба, с каждым днем становится все меньше передач и прямых эфиров, где представители оппозиции могут высказать свое мнение. 3 года назад, кстати говоря, в нашей оппозиции, в блоке, я очень часто ставила вопрос о том, чтобы все-таки мы отрегулировали наши отношения, я имею в виду оппозиции и государственного телевидения, но, к сожалению, великому этого не произошло. И поэтому абсолютно отсутствуют условия для компетентного участия оппозиции в работе государственного телевидения, условия для участия в информационной площадке или пространстве государственного телевидения. Я думаю, что нам нужно, может быть, немного быть подобрее вообще ко всем делам, но самое главное все-таки выработать механизм, какое время предоставляется для того и так далее, чтобы было четко и ясно и для представителей оппозиционной партии, и для оппозиционного человека, что он имеет. Вместе с тем, по словам генерального директора абхазского телевидения Роланда Бганба, руководство телерадиокомпании часто приглашает представителей оппозиционных сил на прямые эфиры. В сетке вещания появляются репортажи о съездах партий, конференций, круглых столов многих оппозиционных организаций. По словам Роланда Бганба, есть множество передач, где представители оппозиционных организаций могут высказывать свое мнение. Я руководствуюсь тем, что я сам вижу, что я сам могу понять, где это хорошо, где это плохо, где это нужно дать информацию, какую-либо дозированно, недозированно. А чтобы какие-то были списки у нас на телевидении, такого нет и не было в природе. Что касается, когда политические съезды проходят, у нас есть внутреннее распоряжение для любой партии, будь провластной, будь оппозиционной, это, вы сами понимаете, съезды могут идти 2 часа, 3 часа. У нас есть регламент 30 минут, но мы его никогда не соблюдаем, даем 50, а то и час. Это было и последний раз, когда политический съезд Дам-Сахары был, мы практически в полном объеме дали. Я согласен, что канал отражает в первую очередь государственную политику, но есть
общественные организации, политические партии, которые не согласны с этой политикой. В этом формате у нас есть соответствующие передачи, куда мы приглашаем, чтобы вы понимали, мы звоним. Я вам прямо хочу откровенно сказать, что нам отказывают иногда, и ведущий это во время эфира говорит, что сегодня представитель такой-то, такой-то партии отказал. То есть, если вы говорите о формате, где вы можете прийти как политическая оппозиционная партия втроем сесть, таких форматов в природе вообще не существует. То есть, должно быть несколько мнений. Одно, второе, третье, пожалуйста, приходите, обсуждайте, чтобы это все было конструктивно в рамках прямого эфира. Никто никогда никому это не запрещал. Руководитель республиканской политической партии Амцахарал Хасквитини отметил, что часто руководство телеканала игнорирует заявления партии. По его словам, необходимо прийти к конструктивному диалогу и дать возможность всем желающим высказывать свое мнение. Почему я не имею права, как представитель партии какой-то или председатель партии, не имеет значения, или оппозиции в целом, да, сесть и высказать свое мнение на абхазском нашем государственном телевидении? Какой такой редакционный совет может это запретить? Я призываю, чтобы мы, не обострив ситуацию, все вместе, дружно пришли к такому выводу, чтобы и мы имели доступ к телевидению, и государство имело. Мы понимаем, что это государственное телевидение. Нельзя там пускать то, что попало. Но лейтмотив, все вещи нужно же отражать. По словам Валерия Кураско, руководство ГТРК не ограничивает представителей оппозиции в эфирном времени. Также он отметил, что в скором времени появятся новые передачи, где свое мнение могут высказывать не только представители власти. У нас была программа Айзера в таком формате, в котором никогда раньше не присутствовало, и такой свободы, которой раньше тоже никогда не было, когда мы приглашали все партии без исключения, причем не навязывая никому, кого мы хотим или кто-то там может быть, а предлагая самим выбирать и присылать к нам на эфир людей. И то же самое сейчас будет продолжаться. Представители оппозиционных сил, различных организаций и СМИ высказывали множество мнений. Одни отмечали, что необходимо быть более открытыми и озвучивать больше проблем. Другие считают, что телевидение должно быть общественным. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Ачамчирском дворце культуры состоялся второй концерт эстрадно-музыкального ансамбля «Каданс» детской школы искусств имени Ковача под управлением Александра Алавердяна. Многочисленные зрители по достоинству оценили мастерство юных артистов и попросили приезжать к ним почаще. Нала Ковы побывала на концерте. Первое знакомство компании «Аквафон» и музыкального театра «Каданс» состоялось год назад. В 2016 году молодые артисты украсили своим искусством множество мероприятий, проводимых первым мобильным оператором Абхазии. Это детская музыкальная группа, которая появилась в том году, и мы сразу же поддержали ее и приглашали на различные наши мероприятия. Это был день рождения компании «Аквафон», причем дважды. Это были различные акции компании «Аквафон». Сегодняшний концерт – это уже третий по счету концерт, который проходит в этом году. Первый концерт проходил в городе Сухум, второй в городе Тхварчал, который был приурочен ко Дню Победы. Сегодня мы находимся в Ачамчире, и нам очень радостно, что именно в этом городе проходит концерт «Каданс», потому что мы очень любим ачамчирскую публику, которая очень тепло встречает различные наши мероприятия, концерты и так далее. В апреле нынешнего года при генеральном спонсорстве компании «Аквафон» состоялся сольный концерт детского ансамбля, а летом юные артисты приняли участие в международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество Артек». Эти события положили начало марафону сольных концертов по стране. Вместе с «Аквафоном», да, это третий концерт. Ну что, каждый концерт, он очень ответственный, что в Сухуме, что в Тхварчале, что сейчас в Ачамчире. Через месяц будет в Гудаутах. Это в сфере нашего партнерского взаимоотношения в этом году с «Аквафоном». Вы знаете, совершенно разный репертуар, потому что, естественно, абхазские песни, которые мы переделываем немножко на свой лад, чтобы детям было интересно исполнять. Русские песни, английские песни, популярные мировые хиты. Концерт стал настоящим праздником для многочисленных зрителей, среди которых было много детей. Зал тепло принял молодых певцов и поблагодарил их за приятный музыкальный вечер. Хочу
выразить огромную благодарность организаторам этого концерта и, конечно же, организаторам этой группы «Каданс». Мы много наслышаны о ней. Наши дети все подключились, мы привели детей сюда на этот концерт с большим удовольствием. Заключительный концерт марафона молодые исполнители планируют провести в ноябре в городе-герое Гудаута. На Алакофе Астамургожба, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.